благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в время смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Я была справедливой теперь за все, и на веки вечные. Аминь. О Мария, безраспутище родного зачатая, Молись за нас, кто в тебе поротунку шукает. о мой Иисус, Проваж нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души на небо, и да поможи особливо тем, кому наибольше потребна Твоя милосердность. вечная пошина, дня миром память. А свято вечное, нехай не светить, нехай почивається спокою вічно. На початок ми вас погусимося. Дай, добрий Боже, за сонця бачить, Твою ласкай, заховай греху, тобі вздихає, моє серце бачить, дай Твою силе мне знайти потеху. Ты свету ладил на людскую службу, таки корыстный и таки пригожий, как мы вошедшие с этим светом дружбу. Тебе хвалили, наилучший наш Боже. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Пане з вами. И с Духом Твоим. Як Єzus помянул воскресших и померлых, у Єзусе Бог приведе зим. Бо як водами все помирают, так у Христе все оживляются. Подчас этой святой мши молюся за Róży Różańcowej, a tak samo w tych wszystkich intencjach, jakie jemu przedstawiają dobremu miłosernemu Bogu. W modlitwie wierników pamiętają za pomierłych Leonard, Piotr, Józefa, Bolesław, Regina i Iosif, prosząc, żeby dobry miłosierny Pan przyjął ich u supłotu всіх świętych. Перепросим за наши грехи, как могли с чистым сердцем скласти эту наисвятейшую охняну. Spowiadajcie Bogu Всемогутному. И вам, браты и сестры, что страшил я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся.
Предвечный Боже, выслухай ласкаво наши молитвы, какие мы узносим для Тебе с верою Твоего воскреслого Сына, умацуй нашую надею, что и мы разом с Твоими померлыми верниками повстанем с мертвых до життя вечного, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарит в едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Аминь. Читание книги Йова. Йов сказал отказ. «О, как были записаны слова мои, как были смешаны в книзе, как железным разцом с воловом, навеки были вырезаны на камне. Я ведаю, Откупитель мой живе, и в опошний день поднимется над пылом. Навіть після того, як скура моя опаде, я в тілі убачу Бога, убачу Його сам». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан моё святло и мое спасение. Пан моё святло и мое спасение. Пан мое святло и мое избавление, како ж не бояться панакова життя моего, како ж не полохаться. Пан мое святло и мое спасение. Одного я прошу Пана, и только этого жадаю, как жизнь в доме Пана во все дни життя моего, как сузирать хороство Пана и наведывать Его святыню. Пан мое святло и мое спасение. Почуй, Пане, голос мой, коли я кличу, змилуйся надо мною и откажи мне. Буду шукать Твоего обличия, Пане, не ховай от меня своего твару. Пан мое святло и мое спасение. Веру, что бачу добрыню Пана в Украине живых. Сподівайся на Пана, будь мужний, нехай умацується серце Твоє, сподівайся на Пана. Пан моє святло і моє спасение. Читание первого послания святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, тепер Христос воскрес з мертвих, перший серед тих, які заснули, покольки през чоловіка прийшла смерть, гетак през чоловіка і воскрешення мертвих. Бо як у Адамі усі помирають, гетак і у Христі усі будуть оживлені, кожний у свій час. Перший Христос, потім тие, хто належить Христу, подчас прийстя Ягонова. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Иисус Христос першородна, гасярод помилуй, Ему хвала и моц на веки вечные. Амен.
с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия Павла Луки. Хвала Тебе. Аминь. Было каля 6 гадзіны, і цемра ахінула ўсю зямлю аж да 9 гадзіны. Сонце зацьмілася, і заслона ў святыні разарвалася пасярэдзіне. І Езус закрычаў моцным голосам: «Ойча, у руки Твое отдаю дух мой». И сказавши гэта, сканаў. И вось чалавек по имени Юза з Ариматеи, города Юдейского, дорадчик Великой Рады, человек добрый и справедливый, які не згаджаўся з яе пастановай і учынкамі, якія чакаў валадарства Божага, прыйшоў да Пілата і папрасіў цела Езуса, і, зняўшы яго, захінуў палатно і паклаў у высечаную магілу, у якой яшчэ не быў ніхто пахаваны. У першы дзень тыдня на досвіту жанчыны пайшлі да магілы, несучы прыгатаваныя пахучыя алеі, і, убачыўшы камень адсунуты ад магілы, але, увайшоўшы, не знайшлі цела пана Езуса. І калі яны стаялі і у разгубленасці, раптам з'явілася перад ім два мужы у бліскучым адзенні. Напалоханыя жанчыны схілілі твар свой да зямлі, а тыя сказалі ім: «Чаму вы шукаеце жывога сярод мёртвых? Яго тут нема, ён уваскрос». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Иисус. Пэўнага разу Айнштайн ехаў з пункту А да пункту Б цягніком. Седзячы ў гэтым цягніку, раздумваў аб сваіх справах, аб ісціновых вынавязках. Ну і ў пэўным моманце ішоў кандуктар. Падышоў да яго і спрашивае: «Ваш билет?» Айнштайн в один карман, другий карман. Торбу свою по себе не может знайти. А кондуктор распознал Айнштейна, говорит: «А, это вы, профессор?» Говорит: «Да, я». Говорит: «А там можете не шукать билет, я ведаю, что вы маете». А Айнштейн, вядома, он там такие были, які балаганяш, там 10 половин не памятал. Ну и кондуктор пошел далее. За полгодины вертается обратно. А глядите, Айнштейн под сидушками в поезде ходит, на коленях. И спрашиваю его: «Пан профессор, а что вы там робите? Ваш билет не потребен. Я сказал, что я знаю, что вы маете билет в 10 рублей». А я не знаю, куда я еду. Забавная история, братья и сестры. Это не анекдот з його життя. І сьогоднішня успамін усіх памерлих вернікаў задає нам питання і має поставити нам це питання. Які ёсць цель моего життя? Чи я ведаю, куди я сподорожничаю? Чи я ведаю, до чого я покликаний? І, успоминаючи наших близьких померлих, у сьогоднішню особливу урочистість, особливо тих, которых може десь там і ніхто вже не молиться, але маті Костел завжди пам'ятає у молитвах. У молитвах евхаристичних, які є у шале, у всіх трьох, які є найважніші, є успомін за тих, хто вірить у Пана Бога, за тих, хто приналежить. І сьогоднішня урочистість має так само титул: успомін усіх померлих вірників. Не тільки, що усіх померлих, там є померлих на світі, але вірників. Тыя, хто дзесьці пакладалі у Пану Богу сваю надзею, што тыя, хто чэрпалі і пробавалі навучыцца Хрыста і дзяліцца гэтай сапраўднай любоўю. Гэта і ёсць успамін не ўсіх памерлых, але тыя, хто верыў у Пана Бога. І вось мы тут збіраемся, бо мы верым у Бога. І наша вера, яна розная бывае, раз мацнейшая, раз слабейшая, раз дзесьці паддаемся спакусам сучаснага свету. Але у гэтым сучасным свеце мы памяталі, в якім напрамку мы едзем. І можа часамі нам трэба будзе сапраўды шукаць наш напрамак на каленях, як рабіў Айнштайн у поезде пад сядушкамі, каб знайсці білет, бо не ведаў, які цэль яго. Каб мы шукалі дапамогі Пана Бога. І мы сёння пачулі у антыфоны на ўваход: «Так як Христос уваскрос, так і трэба нам уваскреснуць. Так як усе в Адаме памерлі, попраз грэх, які Адам учыніў, усе памерлі да жыцця вечнага, так у Христусе
Все мы покликанные, как воскреснуть, обновиться у гэтым жыцці, у жыцці вечным. И сегодняшнее Слово Божие, якое мы прочитали, еще раз нам припоминая, як гэта адбыўся акт збаўчы кожнага з нас. 6 гадзіна, Ісус Христос канае на крыжы, просіць за тых, за ўсіх. Ойче, прабач ім, бо не ведаюць, што чынаць. І памірае, аддае свой дух. І маем жанчын, якія ідуць на досвіду, каб намасціць цела Ісуса Христа. Можа, не ведаюць, што робяць, але прыходзяць і знаходзяць Христа. Паглядзіце, часамі мы таксама молімся, мы, можа, самі не разумеем гэтай малітвы, а дзесьці, можа, молімся, нашыя мыслі ляцяць дзесьці ў другім напрамку. Мы падобныя да гэтых жанчын, якія прыйшлі, каб намасціць цела Христа. Грабніца-то была засунута камнем, і не былі якім. Я бы яго не адкаціў. 5 мужиков бы яго не адкаціла просто. Тяжелый, тяжкий. Закачивался в ямку такую. Тяжко его оттуда было вынести. А эти не хотели женщины вынести камень. Не хотели намастить. Глядите, але что есть, не важно, чем мы это разумеем, а важно то, что мы сустрэлись добрую вестку. И гэтая добрая вестка будет об том, что Иисус Христос воскрес. Чему? Бо Слово Божие нельзя закрыть в рамках якихось. Оно не зачиняется. Слово Божие, оно оживляет, оно дало початок свету. И оно даст, конечно, колись креслом життя земского. Але не засветного, до цели, якого мы все покликанные, как мы сегодня памятали. Для чего мы покликанные? Покликанные, как разом дойти. Человек написано, зранку, подобный до травы, Христос напишет, зранку вырастая, а вечером усыхая. Такі лёс кожного з нас. Еще ніхто не придумав ніякогось елексиру, ніякої формулки, ніякої машини, яка би продлила життя хоч на 1 минуту чоловіка, повыше того, що Паном Богом записано. Ніхто не нашел. Нема такої речі. Бо чоловік живе стільки, скільки йому прописано. Стільки, наскільки заслужив Бога. І смерть – это что-то особистое и, может, тяжкое. Я уже вчера вспоминал, был на могилках, як некоторые наши браты святкуют, або переживают это победу. На могилке 2 стаканчика стоит, в одной налитый что-то. Ну, дождь там пару, может, там же вода была, не знаю, я не пробовал. Не нюхал так само. Але наушники. Барбажинство. Самое сапраўднае барбажинство. И что это барбажинство и назвались людей? Нет. Чым не паміраюць? Без надзеі. Бо калі чалавек памірае, ён мае надзею. І блізкія, калі маюць веру, яны маюць надзею. Хоць мы смуцімся. Да, нам гэта баліць. Мы трацім блізкага чалавека. Але надзея показывае, што мы з ім яшчэ сустрэнемся. Незвыклым жыцці. У жыцці ў валадарстве небесным, да якога мы ўсе пакліканыя. Каб мы умелі, як захоўвацца на могілках, што там не размаўляць, не крычаць ва могілкі, з'яўляецца такой святыняй своеобразнай, на якій прыбываюць таксама і святыня. Каб бы там не ели, не выпивали водки, ласков. Конечно, калі камусьці дрэнна трэба і воды вапіць, і з'есці, можа, есці бутерброд і лекі вапіць. У касцеле гэта можна зрабіць. Калі камусьці плохие, ніхто не гаворыць, што нельзя. Але калі я здоровы чалавек, то што я пахаліў месца святых. Каб мы пра гэта памяталі. Таксама вельмі часта, альбо часамі, людзі пытаюць, ксёндз, як захавацца, калі хтосьці блізкі памірае. Ну, калі ты ёсць пры смерці блізкага чалавека, не важна нікога, чым блізкага ці далёкага. Нават калі уже памёр, то не адразу ўзывае якіясьці там скорая помощь, каб праверылі, чым он памёр, ці не. То не адразу званіў у пахароннае бюро, каб уже ўсё хутчэй пахаваць. Не адразу. Але пачатак укленчы, альбо сядзь, альбо вяночак за душу гэтага чалавека.
Попроси, как Пан Бог, когда это был близкий человек, дозволил тебе оставить его в супокое, как не думать про его и не смутиться, и не плакать так моцно. Потому що одійшов до смуток. Але как я потом не трачу сенсу своего життя и 10 годов не ходил и не забивался, и не мордовался. Знаю таких людей, которые похоронили кого-то и каждый день на кладбище или життя больше никого не было. Но не мели на теле, а летисти. Что-то покрутилось в голове. Что-то покрутилось в голове. Это и есть сенс нашего життя. Один из ксяндзов, так само актеров польских, певного разу Казимеш, так званий, фамилия вылетела мне с головы, был добрым актером, а так само ксяндзом. Певного разу помирал у его приятеля, Сяпа, який лежал у шпитале, его там оперовали, и он уже помирал, и ходил одно, лекарь сказал, одно. И он говорит, ksiądz, то пойду до его помолиться. Одразу, пока еще там не забрали его из больницы, пришел и шепнул ему на ухо, ведаешь что? Вот ты помер, будем за тебя молиться, был добрым человеком. Не турбуйся, я займусь твоей женкой, твоими детьми, их ни по виду не дам. И оказалось, что этот человек не помер, а просто попал у это самое, так званое, поведаете, называется. Да. Сон клинический. И за хвилинку, открывая очи, говорит, это что? Я все чул, что ты говорил. Да, дякую тебе, что ты говорил. Али, я тут очи открыл, потому что говорю, что твоя жонка за такой. Это, конечно, жарт, но это был ксёндз, я не знаю, себе недобре, сябры. Браты и сестры, это и есть наша молитва. Але еще перед этим, пробачьте, сказать, что еще перед этим я помолился. Отговорил их еще есть молитвы. И бачите, как это и есть. Пан Бог має свои дороги. Пан Бог має свои дороги. Просим, как и мы в нашем житті, умели досягнуть життя вечного, как мы не стратили билету, який нам Пан Бог дав на тягник нашего життя під час хресту. Этот билет, и он только в одну сторону, в одну направку, до святости. Как мы его не сгубили. И потом уже 10, может и варто было бы, когда кто сгубил, стали на колени, как его знести, и вернуться, и зразуметь, який цель моей сподорожа. Amen. Jedynego Boga i cał всемогутного Спасителя неба и земли, всего вашего и не вашего, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погоды Писания, и взошел на небо, сядеть праворучайца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял нас пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Про Иисуса Христа, який перемог смерть, и хоче привести всех людей до хвалы воскрешения, наверим Богу наши просьбы и молитвы, молимся за святый костел, как Он уделяючи святых сакраментов, вел людей до нового життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане.
Молимся за померлых святаров, законных сестер, братов, как Пан Бог, как Христос, якого они наследовали у своим житті став для их узнагорода. И Тебе просим, Вислухай нас, Пане. молимся за померлых батьков, родных, добродеющих, за кого мы обещали молиться, как дякуючи Божьей милосердности, они были долучені до шерогу святых, особливий способ пам'ятаємо у молитві вірних за Леонарда, Петра, Юзефу, Болеслава, Регину и Иосифа. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся так само за Róże różańcowe i w tych intencjach, jakich nie składają swoje modlitwy, jak dobry i miłosierny Pan wysłuchał ich. Ciebie prosimy. Wyслухай нас, Panie. Молимся за нас тут присутних, как мы были вольные от земных уподобаний и шукали вечных коштовностей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, раз заслуги Твоего одинородного Сына, выслухай наши покорные молитвы и будь милосердны до всех померлых верников и прими их до своего благодарства, любови и спокою праз Христа, Пана нашего. Amen. 276. Благословенный Бог, хвалю Его имя. Благословенный Бог, дал мне святого життя. Благословенный Бог, хвалю Его имя. Благословенный Бог, дал мне святого життя. Благословенный Бог, хвалю Его имя. Благословенный Бог, дал мне святого життя. Молитесь, как мою и вашу яхвяру принял Бог, Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костюлу Святому. Предвечный Боже, выслухай ласкаво наши молитвы, какие мы возносим до Тебе с верою Твоего. Ани наш Боже, глянь ласкаво на офярные дары, какие мы Тебе приносим. А у всех померлых верников прояви славу Твоего Сына, с яким нас едная этой великий сакрамент любови, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан с вами. И с духом Твоим. Говору серцеві. Узносимый до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Он это и справедливо. Правды годна гэта і справедліва, слушна і збавленна, каб мы заўсёды і всюды Табе складалі падзяку. Пане святы мой, ча всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашего. Ён адзіны прыняў смерць, каб нас всіх выбавіць ад смерці вечнай, и сам отдал свое житё на крыжи, как все мы могли жить с Тобою навеки. Тому разом с хорами ангелов мы прославляем Тебе, с радостью скликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана.
Święty, krynica usianiakaj świętości, temu jedności z usiem Kościołem pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus uwaskros i spaslał na apostolów Ducha Świętego, wraz Chrysta prosim Ciebie, usiemachutny Boża, a święci te dary rasoju Ducha Twojego, jak jani stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom każąc. Wierzycie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znowu Tobie podzięku składając i podał swoim uczniom każąc. Wierzycie i pijcie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapawietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. To wielka tajemnica wiary. Отошаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего при всем Твоем. Wspominając śmierć i związek powstanie Twojego Syna, akweruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, aby всех nas, приймаючих ciało i krew Chrysta, Duch Święty zabrał w одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiejny po всем świecie, udoskonalał w любові razem z Papą naszym Lwowem, biskupem naszym Józefem i усім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов i сестер naszych, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у власці Твоєї обійшов з этого світу і дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословенным Отцом Брониславом и всеми святыми, які спрадвеку подавались Тебе, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебе, враз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом Ему Христе, Тебе, Божа Войча всемогутный, у едности Духа Святого, уся ваша на и хвала, разу всеяки вечные. Amen. Молимся до Отца Небесного, как нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от зла. Просим Тебе, Пanie, zbaw nas od всякого злого, дай ласкаво спокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийща Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое володарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej wolą, a daryć Jego supokojem i jednością, jaki żyjesz i władajesz na wieki wieczne. Amen. Supokój Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак supokój.
грехи свету, змилуйся над нами, Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас у покої. Вось бараnek Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варта, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Хлеб небесный дал нам Пан, как жизнь вечна. Хлеб небесный дал нам Пан, как жизнь вечна. Споживаем хлеб благословенный, тело Пана и бесценную кровь. Выпьем с келих разбавления, напой, який смаку души споганяет. Хлеб небесный дал нам, как жизнь вечна. Хлеб небесный дал нам, как жизнь вечна. Принявший хлеб святый будет прославлять Бога, який на всей земле учинил великие справы. Узрадуйтеся, справедливые к Пану, приймаючи тело и кровь Христовы. Хлеб небесный дал нам, как жизнь вечна. Хлеб небесный дал нам, как жизнь вечна. Сегодня мы споживаем хлеб анёлов, сегодня мы бачим Иисуса Христа, нашего Пана. Сегодня мы прославляем огонь, який горить на алтари, и ценю яко восхваляют серафимы. Хлеб небесный дал нам, как жизнь вечна. Хлеб небесный дал нам, как жизнь вечна. Сегодня мы чуем моцный солодкий голос, Гэтае тело спалить грехов земли, и осветить людские души, якія приймають злостую споживу.
Хлеб небесный дал нам Пан, как жили вечно. Хлеб небесный дал нам Пан, как жили вечно. 252. Дай милость, буде Божая во мне, спевом славлю имя Его, Твоем святло життя моего. Хай милость буде Божая во мне, спевом славлю имя Его, Твоем святло життя моего. Хай милость буде Божая во мне, спевом славлю имя Его, Твоем святло життя моего. Хай милость буде Божая во мне, спевом славлю имя Его, Твоем святло життя моего. Твоем святло життя моего. Молимся. Просим Ciebie, dobry Ojcze, uczynnika все померлые верники, за яких мы склали Тебе пасхальную ахвяру, увойшли в владарство Твоего светла и покою, раз Христа Пана нашего. Аминь. 4 листопада во вторник успели святого короля Варомея, біскупа 9 листопада наступная неделя, свято годовины посвящения Латеранской базилики. 2 листопада, это сегодня в неделю, о 18 године будут прочитаны все померлые, выписанные о выпоминках. В интенции этих померлых от 1 по 8 листопада у 19:00 целебруется святая имша, а с 3 по 8 листопада так само отбывается набожество в каплиці, так само праз весь месяц листопад, от 3 листопада у 18:20 будем молиться на ружанцы за души померлых, выписанных у выпоминках. С 1 по 8 листопада можно отримать каждый день отпуст полный за побожное наведывание могилков, молитву за померлых. Отпуст можно охеровать только за померлого одного. Каждый день можно за другого, альбо за того самого. А можно, как понимает, кто за кого сказать, так? И хай Пан Бог распределится. Тогда пошли эту молитву нашу кому-нибудь. Сегодня отбудется для детей бал всех святых, уже на имши, а 12 дети приходят праздновать святого, после отбудется почастунок и забава. Сердечно запрошаем до чинного уделу. Сегодня так само святари наведают могилки. Я буду на Козыревский, другий Германовский завулок. О 15 године при головном уходе больше подробязный расклад находится на інших могилках на дошці об'яв. Адонація Пана Єсуса на святейшем сакраменте з 14 до 19. Дякую за ахвярование на будову святыни, супольную и индивидуальную молитву, спеву праву литургичную, прибирание каплицы, тем, кто дежурил. Помолимся за тих, хто на гэтым тижні святкує день народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей, за оружие рожанцове, інтенція, добродіїв херодавців нашої парафії. Так само новий добродіїв будівництва санктуаря Божої милосердності із нас, даруючи кожного поособку опіці Матці Божої Твоєї обороні отдаємся. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молений наших, и от усялякой злой приходы
выбавляй нас завсюди. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы вечно приходите. Примите Божие благословение. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог Всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Амен. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Віраши нас у змаганні, будь нам обороною, супер спокуси і ласка Бога Духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас убудучною спасите. Амінь. За наших близких померлых, за померлых выписанных у выпоминках Анёл Панский звестовал Панне Марии. И зажила от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вот я, слуга Панская. Нехай не станется погоды Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. А слово сталось телом. И поселилась между нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Молись за нас, Святая Богородица. Обставимся мы годными обязанием Христовым. Молимся, всемогутный, вечный Боже, просим Тебя, ули в наше сердце Твою ласку, как мы, познавши прозанерское звестование утеловления Христа, Твоего Сына, размогу Его и крыш были доверительные до хвалы у воскрешения. Раз Христа, Пана нашего, Аминь. хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была справедливу теперь за завсёды, и на веки вечные. Аминь. Добрый Jezu, nasz Panie. Дай им вечное споживание. I jeszcze pomolимся w intencji Świętego Ojca, aby otrzymać odpustkę сегодня. Обов'язково jest dzisiejszy dzień na kладбище, za pobożne nawiedwania kościoła, kaplicy można otrzymać pełne odpustki, można ofiarować za pomierłych. Podumam za Tobą. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, будь воля Твоя, jak u niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего, что земного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Wieru Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrysta, Syna Jego jedynego, Pana naszego, jaki był zaczęty do Ducha Świętego, narodził się z Dziewy Maryi, zamuczony przy Pąckim Piłacie, ukrzyżowany, помер i był pochowany, zeszł do otchłani na trzeci dzień woskres pomierłych, zeszł na nieba, siedzieć praworząd Boga Ojca Wszechmogącego, a tu przyjdzie sądzić żywych i pomierłych. Веру в Духа Святого, святый Костел католицкий, едно святых, отпущение грехов, воскрешение тела, житье вечное. Аминь. 294. Вечное в небе дает почивание, душам померших наш ласкавый Пане, пояс нас неба